Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, что вы со мной, что вы смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои родные. Земной вам поклон! Сегодня для вас будет отсыпочка на неожиданные и резкие перемены и события в жизни. Смотреть я буду до конца месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух, так и спросите: неожиданно и резко для меня. Что поменяется, что случится, что произойдет? Загадывайте, настраивайтесь. Я обращаюсь к высшим силам, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Так, ну, это интересно. Здесь какая-то женщина летит с большой высоты. Летит прям спиной вниз. Упадет на большие камни. Явно разобьется. Женщина. А женщина, знаете, какая? Противная, ядовитая, токсичная, еще и агрессивная. Очень много боли принесла вам эта женщина. Очень много страданий вы пережили по вине этой женщины. Знаете, как кровь попортила, жизнь испортила. Ох, чуть не довела вас до погибели своими действиями, либо, в принципе, да, своим существованием. Летит спиной вниз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Для вас это будет не просто неожиданно, для вас это будет, невероятно, невероятно. Вы все могли подумать. И даже, возможно, в голове какие-то мысли были. Но чтобы именно так и так жестко, такого в вашей голове точно не было. Чему быть, того не миновать. Главное, что она от вас отстанет. И я так понимаю, что это уже безвозвратно, да? Безвозвратно исчезнет из вашей жизни. Это самое главное. Свободу обретете, спокойствие найдете. Знаете, вот ощущение, что вот теперь-то я живу, теперь-то не нужно мне ни на кого не оглядываться, никого не бояться, ни о чем не нужно переживать. Вот теперь мне хорошо, теперь мне спокойно. Теперь я могу нормально существовать, да, достойно существовать, делать то, что хочу, то, что задумала, либо то, что положено, наконец-таки я получу. Вот так вот мне идет, мои хорошие. Летит, уже она летит. Летит. Я так понимаю, что до конца месяца долетит и разобьется. Каждому свое, да, был бы хороший человек, с ним бы такое не случилось. А тут видно уж прям совсем, да, вот эта чаша добра и зла у нее перевесила. Зло перевесило, раз так с ней жестко расправляются высшие силы. Чему быть, тому и быть. Что ж, посмотрите, порадуйтесь, да, заживете наконец-таки, как отомщены будете. Жестко, конечно, но все в жизни бывает. Как любишь кататься, люби саночки возить. Это я про эту женщину говорю. Так, еще неожиданно, что поменяется, резко, что произойдет. Люди какие-то в дом ваш придут, люди с благими вестями, с хорошими какими-то сообщениями, новостями, извещениями, оповещениями и даже, возможно, с какими-то небольшими, но подарками. Прям в дом идут два человека такие веселенькие, бодрые, обходительные, воспитанные, а вы прям вообще ждать не будете. Для вас это будет такой сюрприз,
да, эти люди. Может быть, даже в какой-то неурочный час. Знаете, прям совсем рано, когда вы еще не готовы к приему гостей. Либо наоборот, совсем поздно, когда вы уже не готовы к приему гостей. Ну, придут. Слушайте, тут такой шум, гам подымется, веселье. Вы сначала расстроитесь, да, этим незваным гостям, а потом обрадуетесь. И прям так положительно все пройдет, очень замечательно. Здесь хороших впечатлений прям на несколько дней. Ну, хорошо, пусть приходят. Так, еще что-то наконец-таки разрешится. Не просто решится, а разрешится. Может быть, какая-то была дилемма, да, какой-то краеугольный камень, к которому вы никак не могли подобраться. Что-то заморозилось, подморозилось, остановилось, заблокировалось, недоступно, недосягаемо, да, вот такая ситуация. И вот я вижу, что начнет раскачиваться, и под конец месяца вообще вот польется вода, мощный такой поток воды польется. То есть здесь не просто решится, здесь еще и что-то добавится, протолкнется и начнет уже свершаться. Хороший на самом деле момент. Если у вас в жизни есть блоки, неразрешимые вопросы, дилеммы, проблемы, вот к концу месяца это все вот прям тут таким сильнейшим, мощным потоком все это смоет. Все будет хорошо, мои милые. С правой стороны для вас во благо. Еще какой-то костерчик тут разгорается. Костерчик и прям пламя в вашу сторону. Дыма нету, значит, без последствий, без негатива, без каких-то там нехороших вещей. Вот костер, он разгорается и в вашу сторону пламя наклоняется. Ну, это у кого-то чувства к вам вспыхнут. Чувства, причем чувства настоящие. Здесь костерчик только лишь разгорается, да, то есть дальше будет больше. Чувства настоящие, чувства сильные, чувства, которые, может быть, человек вынашивал долго, да, не мог вам открыться, а может быть, долго сам их отрицал. А теперь понимает, что куда ж я без нее, да, я же ее люблю, либо куда я без него, я его люблю. Есть как и понимание, осознание и принятие. Ну, пусть горит, пригодится. Если вы в отношениях с этим человеком, ну прям ощутите, все увидите. И очень, кстати, этому обрадуетесь. Так, с детьми что-то у вас тут происходит странное. Смотрите, дети неожиданные какие-то результаты выдают. Результаты в учебе, в спорте, в коммуникациях. Кто-то обнаружит, что ребенок просто, не знаю, звезда ТикТока, либо какой-нибудь социальной сети, какой-то платформы. А вы этого не замечали? Да, вы этого не замечали, вы были заняты своей жизнью, там, работой по 12 часов в сутки, там, домашними делами. Считали, что ваш ребенок там бездельничает, просто время в компьютере проводит, либо еще чем-то занимается. А тут окажется, что ого, какой у вас малыш растет, либо малышка. Гордиться будете, гордиться, удивляться. Смотрите, не просто гордиться, а вы сначала так удивитесь и все время так будете думать, как это может быть, неужели это правда, серьезно, да, как же это такое может быть. Ну, красота. И смотрите, вы узнаете о достижениях своего ребенка, не конкретно от своего ребенка, а от кого-то. Ну, допустим, прибегает к вам подруга такая с телефоном, говорит, представляешь, вот, это же твой сын, либо твоя дочь, смотри, сколько просмотров, смотри, какие комментарии. О боже, известный, популярный. Ну, либо какие-то спортивные, там, не знаю, соревнования пройдут, ребенок с медалью возвращается. Он еще едет, а вам уже кто-то звонит и говорит, ой, мама, либо папа, поздравляем, спасибо за сына, спасибо за дочь. Ну, какая-то красота прям идет. Красота. Ну, молодец. У кого-то еще отыграется, что ребенка в какую-то прям, ну, очень крутую команду возьмут. Может быть, даже и бесплатно. Либо с какой-то номинальной оплатой, да, с номинальной. Но вот прям туда сложно попасть, только вот самых талантливых берут. И вот вашего ребеночка туда возьмут. Ой, как классно, ой, замечательно. Ну, дай Боже. Так, с левой стороны. А с левой стороны свинья. Вы меня простите, но свинья.
Свинья, причем на попе сидит, такая ножками дрыгает и что-то кушает. Какое-то свинство, свинское отношение, свинское поведение. Либо кто-то вам эту свинью подсунет. Если кто-то, то от родственников ждите. Здесь 100% от родственников подсунут вам свинью. А если свинское поведение, то кто-то из хороших знакомых, друзья могут отличиться, коллеги могут отличиться. Вот кто-то так себя и поведет. Это очень неприятно. Тем более я вот вижу, какой вы человек порядочный, добрый, как вы людей любите в своем кругу. Да, в принципе, всех любите, а в своем кругу прям вообще готовы последнее отдать. И прям расстроитесь вы, я вижу, расстроитесь. Мои хорошие, давайте так. В жизни все бывает, все мы люди разные. Иногда человек очень долго может прикидываться доброй собачкой, да, а по факту оказаться злой свиньей. И лучше это увидеть раньше, да, чем прям действительно какие-то проблемы из-за этого человека получить. Это первый момент. Второй момент. У каждого человека бывают заскоки. Бывают, да, мы не идеальны. Хоть мы и стараемся, либо не стараемся, мы не идеальны. И может быть у человека, вот что-то случилось, да, что-то случилось. Там на 5 секунд, 5 минут, по 5 дней превратился в свинью, да, а потом отойдет, растает, там, переколдуется. Так тоже иногда бывает. Значит, не берите близко к сердцу, а просто пронаблюдайте за этим человеком. Пронаблюдайте. Вот кто-то из вас так и поймет, что ага, ты свинья, все, с тобой больше не буду ни водиться, ни общаться. А кто-то вот столкнется, что человек вот слетел с катушек, да. И, может быть, стрессанул очень сильно. И вот так свински себя ведет. Так что сильно не расстраивайтесь и близко к сердцу не берите. Присмотритесь, приценитесь, понаблюдайте, потом уже сделайте выводы и примите правильное решение. К сожалению, свинья вышла. Так, еще. Смотрите, на работе что-то произойдет. Вот кто работает, на работе что-то произойдет. С левой стороны произойдет то, чего не ждете, прям совсем не ждете. И в самых, я не знаю как, страшных снах, либо в самых смелых ожиданиях никогда бы об этом не подумали. Здесь вам будет сделано предложение. Предложение, которое, повергнет вас в шок. По-другому и не скажешь. Только вот с левой стороны у одних отыграется в плюс, у других, к сожалению, отыграется в минус. Да? Потому что мы же смотрим на неожиданно и резко. И так может отыграться. Вы все разные. Вы все разные. Возможно, как подсказка, если у вас на работе в последнее время, не знаю, что-то получалось лучше, чем у других, тогда это будет плюс. А если, например, вы прям чувствовали, да, вот многие мои зрители, по моим наблюдениям, по отсыпкам, обладают очень яркой интуицией, и плюс у вас еще врожденная чуйка на неприятности, либо чуйка на что-то хорошее. Смотрите, вы ведь чувствовали, да, что какое-то напряжение на работе, что на вас там косятся, что как-то на вас волком смотрят. Тогда будет минус, к сожалению. Опять же, не бывает минуса без плюса. Да? Возможно, это не ваша работа. Возможно, там нету ни карьеры, ни будущего, ни стабильности. Может быть, чем-то плохим бы все закончилось. А тут вот, может быть, предложат вам написать заявление, да, по собственному желанию. Это будет лучшее из всего возможного. Конечно, это такое себе утешение, но тем не менее, отнеситесь к этому философски. Тем более я вижу, что вы и так планировали либо идти на повышение, либо переходить на другую работу, в другую организацию. Да, может, уже ищете другую работу. Так что, все бывает. Да, что так резко произойдет, конечно, это напряжение. А если резко повысят, то это же вообще идеально, замечательно, просто чудесно. Кстати, еще зарплату могут поднять. Вот, как вариант. Так, еще. Здесь какой-то мужчина объявится. Почему-то вы его дурачком считаете. Либо относитесь как к дурачку. Для мужчин и для женщин предсказание одинаковое. Объявится этот человек опять в своей этой дурацкой манере. Вас это, я вижу, раздражает. Вы это уже не выносите.
наверное, так и скажете. То вы долго как-то подбирали слова, да, пытались там намекнуть, что ты там, ну, неправда, не надо себя так вести, а тут уже сдерживаться не будете. И этому человеку прям так и скажете. Человек от вас будет в шоке. Да, не ожидает, что вы ему это все выскажете, скажете. Да. Я не могу сказать, что обидится. Скорее всего, посчитает, что у вас что-то случилось, его не в духе. Вот. Не удастся вам, к сожалению, донести эту информацию до этого человека. Но тем не менее, какой-то момент раздражения вижу. Кстати, у кого-то еще отыграется, что человек у вас деньги все время просит, либо что-то у вас просит. Знаете, как на дурачка приходит: дай мне то, дай мне это, займи. Да? Вот, а вы скажете: да пошел ты, сколько ж можно тебе занимать, да? Сколько ж можно тебе давать. А этот человек пожмет плечами и скажет: да ты что, настроение у тебя что ли плохое, или болеешь, температура повысилась, да? Ты же все время мне давала, либо давал, ну что случилось? Давай по обычной схеме и разойдемся. Но вы давать ничего не будете, нет. Прям вот как, знаете, хлопните дверью, все, пошел вон, вот так скажете. Ну прям таскается в ваш дом, да, опять придет. Давненько вы не видели, опять придет. Так, еще деньги придется куда-то вам платить. Деньги. Сумма небольшая, но вам будет жалко. Вот правда, свои кровно заработанные будет жалко. Скажете: блин, ну придется за что-то кому-то. Но это как-то обязательно. Вот мне идет, что это обязательный платеж. Может быть, за что-то нужно рассчитаться, может быть, закрыть кредит, может быть, оплату по ипотеке внести, может, за какие-то услуги заплатить. Ну вот идет, что вы будете платить, и будет жалко вам этих денег. Ну ничего, заплатите, новые заработаете. Это я без сарказма. Я просто вижу, что вы новые заработаете. Так, к этому я чуть позже вернусь. Так, еще слева. Какое-то дискомфортное ощущение от какой-то еды. Ну, что это может быть? Это могут быть газы, это могут быть колики. И даже может быть какое-то состояние вот, диареи, да? Ну, отравление, что интоксикация. Что-то может случиться. Мои хорошие, следите за тем, что вы кушаете, и за качеством продукта, и за сроком годности. Если какие-то малейшие подозрения, лучше выкидывайте, не кушайте. Если у вас, например, что-то уже там урчит, бурлит, да, революция происходит, ну тогда пожалейте свой желудок, поджелудочную пожалейте. Не употребляйте там жареное, жирное, вредное. Да, ну, потерпите там, может быть, денек, парочку. Либо примите какие-то препараты, которые помогают. Вот вижу, что кто-то с животом будет мучиться. Так, вот, а теперь приятно. Смотрите, неожиданно резко поменяется погода. Неожиданно резко. И причем для вас в приятную сторону. Ну, вы же все разные, да? Кто-то солнце любит, кто-то, наоборот, снег, кто-то дождь обожает. Вот, ну вот вижу, такая будет перемена, которая вас порадует. Так, по поводу денег, которые придут, да, чтобы не забыла. Здесь вам руку позолотят, причем позолотят, ну, достаточно крупно. Давайте так, не буду от вас скрывать. Это могут быть чаевые очень большие. Это могут быть всякие там комиссионные, премиальные. Это может быть любимый человек, родной человек, который принесет вам сумму денег и скажет: вот это тебе, купи, что хочешь. Да? И так может отыграться. Может, родственники что-то передадут. Может быть, у вас день рождения будет, и вам сумму денег подарят. Да? Вот, купи, что хочешь. Очень неожиданно и очень приятно. Ну, красота. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всего вам самого наилучшего. Пусть плохое вас не коснется, но хорошее пусть будет всегда с вами, всегда в вашей жизни. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.